На площадке полная тишина, все эмоции в голове. Победа команды зависит от каждого участника. По правилам соревнований клуб представляет группу из 4 человек, где для победы нужно 3 из них одержать победу. Такая ответственность и придает всплеск адреналина, неважно, насколько хорошо он играет. Например, Мадина Даурбекова названа чемпионкой Ингушетии по шахматам. В этом году взяла серебряную медаль на первенстве СКФО по классике. Также стала золотым призером по блицу. И тем не менее, она не скрывает, насколько ей трудно дается каждая победа на этих соревнованиях. Если бы я сделала ничью, если бы я проиграла, тогда бы моя команда проиграла. Все. Если один мальчик, Мислауров Магомед, выиграет, то наша команда выиграла. Если проиграет, то, естественно, мы проиграли. Несмотря на ее успехи, Ади Ахмад на 3-й строчке в таблице. Предыдущие игры они сыграли со счетом 2-2. Ничья, что дает им по 1 очку за каждую игру. Каждый участник приехал со своей целью на мероприятие. Кто-то намерен набраться опыта, а кому-то просто хочется показать свои возможности. Как, например, команда Шах М1, которая пока занимает 1-ю строчку в своей группе А. Что мы хорошо играем, даже если постараться даже занять тройку попасть. 12 команд распределили поровну на 2 группы А и Б. В круговой системе они набирают очки для отбора на полуфинальную игру. За победу вписывают 2 балла, за ничью 1, за поражение ничего. 2 команды в группе с наибольшим количеством очков вырываются на сражение лидеров. За игрой наблюдает судейская коллегия, которая не упустит нарушения со стороны участников. Судейская коллегия, конечно, должна наблюдать за, во-первых, честность игры, чтобы дети соблюдали правила основные, чтобы не подсказывали, чтобы игра прошла в спокойной, в честной игре, чтобы победил сильнейший. Все участники практически, которые принимают участие в этом турнире, уже выезжали и принимали участие на всероссийских турнирах. И поэтому с ними таких проблем не бывает, и скандалов каких-то на данный момент не было. Соревнования проходили по классическому стилю. Каждому игроку дается по 30 минут, плюс за каждый сделанный ход 30 секунд, что может превратить в 3-часовую борьбу. За первое место команду ждет денежное вознаграждение в сумме 80 тысяч рублей. За второе – 50 тысяч и третье – 30 тысяч рублей. Цель – популяризация шахмат не только у нас в республике, но и вообще на Кавказе. Это набирает обороты. Чем больше турниров, тем лучше. К нам мы любим приглашать, проводить их. Есть сегодня возможности, при поддержке Алихана Харсиева это все. И команды и участники, которые к нам приезжали хотя бы один раз, дальше они приезжают к нам с удовольствием. До определения призеров остался еще день соревнований. Всех участников наградят грамотами, кубками и медалями. Диана Дударова, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24.